однажды имам А'зам, рахимахуллах, Абу Ханифа, находясь в мечети Багдада, давая урок, нужно отметить, что его ученики не пропускали. Имам Абу Юсуф, рахимахуллах, в книге «Мукаддима», предисловие к Муснаду Абу Ханифе, приводится история о том, как Абу Юсуф 18 лет не пропустил ни одного урока, кроме как по болезни несколько раз. То есть через 3 года, когда мы будем с каким-нибудь учителем, мы уже скажем, мы уже все, что могли взять, взяли, адаб у нас прекращается. Он 18 лет не пропускал ни одного урока, чтобы понять его уровень. У него умирает сын, имама Абу Юсуфа, умирает сын. Он его моет своими руками, заворачивает в кафан и просит родственников и соседей похоронить его, потому что он опаздывает на урок к имаму Абу Ханифа. Насколько они любили знания. То есть мы даже не можем понять, осознать, правильно он сделал, кто-то скажет, неправильно он сделал. То есть мы даже не можем осознать и сравнить с собой уровень этих великих богословов. 18 лет не пропустить ни одного дарса, кроме как по болезни. Даже смерть сына не остановила его от получения знаний. Имам Абу Юсуф, рахимахуллах. Итак, имам А'зам находится на уроке, большое количество людей слушает его. И в этот момент заходит человек и дает ему хабар, что его караван не дошел до Багдада. Его караван ограблен. У него больше ничего нет. Теперь он нищий. Вы представьте, мы сидим, и нам приходит такой хабар. Все, у тебя больше ничего нет. Выйдя с этого дарса, с этого урока, у тебя больше ничего нет. Потому что все твои деньги, все твое имущество, оно было в товаре. И ты ждал прибыль, когда караван вернется. Что делает имам А'зам? Он опускает голову, говорит лишь фразу «Альхамдулилля» и дает знак человеку, чтобы он вышел. Проходит какое-то время, к концу урока этот человек забегает, была дезинформация, на горизонте мы увидели ваш караван. Вот этот час имам Абу Ханифа побыл нищим, побыл бедным, у него все исчезло, все пропало, у него нет ни копейки, если он выйдет из этой мечети. Но вот приходит этот человек и дает другой хабар. Ваш караван, мы увидели его на горизонте, скоро он войдет в город, все прекрасно, все хорошо, была дезинформация. И что он делает? Скажет, верблюда режу, байрам устраиваем. Нет, он опускает голову и говорит опять «Альхамдулилля». Затем ученики спрашивают о причине этого. Спрашивают его, почему? Денег нет, альхамдулилля, деньги появились. Это же вдвойне приятно, когда у тебя не было ничего и опять появилось. И он опять говорит «Альхамдулилля». Самое первое, что меня заволновало, говорит имам Абу Ханифа, состояние моего сердца. Когда я услышал, что у меня ничего нет, я посмотрел на него, оно было спокойно. Я сказал «Альхамдулилля». К концу урока, когда мне сказали, что мое имущество вернулось, я опять же прислушался к своему сердцу, и оно было опять спокойно. Я сказал «Альхамдулилля», что в моем сердце нет любви к этой дунье. И поэтому он говорил, что нужно держать ее в руках, но не пускать ее в сердце. Вы можете иметь, можете держать ее в руках, но не пускать ее в свое сердце. И известная история также о Шахе Накшибанде, когда он увидел человека, посмотрев его сердце, торговля его шла на 1000 дирхамов и динаров, но он постоянно был в зикре, он поминал Аллах, 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 и он сказал «Эль-карда, гюнуль ярда, машаллах». Рука с пользой, а сердце с другом. Его рука в прибыли, а сердце все равно с другом, то есть с Аллахом.